Итак, мы продолжаем недельную главу Бо, урок 4. А в этой главе мы читаем Исход 12 глава, 13 стих. «И будет у вас кровь знамений на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Знамение было нанесено на косяках дверей всеми израильтянами, а также всеми теми египтянами, которые присоединились к поклонению единому Богу Яхве. Итак, народ израильский в Египте спасен был от поражения. Точно так же в Новом Завете кровного заветнего Агнца Мессии Иешуа спасает от гибели, говорит апостол Петро. Мы читаем 1 Петра, 1 глава, 18-19 стих, что мы драгоценную кровью Иешуа Машиаха искуплены. Мессия Иешуа спасает от гибели нас. Мы, люди Нового Завета, искупленные драгоценной кровью нашего Господина, Учителя Машиаха Иешуа. Итак, пасхального агнца должно вкушать по уставу Яхве 14 Авива, Исход 13:10. Все должны быть мужеского пола, обрезаны, Исход 12, 42 по 44. Чистые, числом 9 глава, с опресноками, горькими травами должно вкушать. Первый 7 день никакой работы не делать, но созидать священное собрание и читать закон, именно говорящий о Пасхе, Деяния 15:21. И присоединять толкование, комментарии и проповеди об истинном пасхальном агнце, которым стал за всех жителей планеты Земля наш Учитель Машиах Иешуа. Он, Пасха наша, закланная за нас, согласно учению Торы, Танаха и пророков и Нового Завета. Итак, дорогой житель святой земли Израиля, а также всякая еврейская душа, живущая на планете Земля, я, Даниил Нестар, Божий, обращаюсь к тебе, принять этого именно истинного пасхального агнца, которым стал Иешуа ха-Машиаха. Ибо именно таким образом, если ты примешь кровного завета, именно это знамение, этот знак будет над тобою. И когда Господь, как это совершалось, недельная глава описывается в Египте, именно где был знак именно этой крови на костях дверей, именно прошел ангел-губитель мимо. Так над этим духовным Египтом планеты Земля будет совершаться суд. И если будет найдено на костях дверей этот знак, это знамение, это кровь, то есть косяки дверей, это уста твои, в устах твоих, как Павел Раби Шауль пишет римлянам, мы читаем, что говорит в 10 главе 9 стихе: будешь исповедовать Иисуса Машиахом, признавать, что Пасха наша закланная Машиах Иешуа, то есть устами будешь провозглашать сие, тогда ты спасешься. То есть ангел-губитель пройдет мимо тебя, мимо семейства твоего, мимо собрания твоего. Если это знамение Арфладикер Белеклана, Раминеге Селькалатор Белекемен, Романегетер Владике Штальмене Карамине, будет кельме на косяках уст твоих дверей, Рабеликаламин, Готар Белекамен, устами своими ты будешь исповедовать и говорить, провозглашать именно этого пасхального агнца Нового Завета, Рамины Готар Белекаламен, то ты спасешься, и дом твой, и собрание твое будет спасено, Кардикалемен, Орбидекаламен, ибо гнев Божий будет удален там, где будет сие знамение, знамение, знак крови пасхального агнца, Иешуа Кармене Кладен, Ребеликел Турбели Команда Ромалакемен. И ныне я обращаюсь к вам, вождям Израиля, раввинам Израиля, раввинам диаспора, всем управляющим народом, сим колемене карамене, да пошлет Яхве дух умоления на вас,
чтобы вы именно согласно пророческому Захарию 12 главе умолились и приняли именно сию жертву пасхальную Анца Иешуа Машиаха Рамады Керделе Сламен Рибедекен Деликар Делекаман Рабеле Салды Кармеле и спасли себя и семейство ваше, и общество, и святую землю от войны, которая грядет Кармеле Каламане, Арбиде Каламен, Готесемен, бесовские силы, которые будут пытаться уничтожить вас, народ Божий. Арбиде Кармеле Каламен, сие знамение крови знак, если будет в устах ваших, рамени будешь исповедовать Иешуа из Назарета Машиаха, Арбедекламен примешь кровного завета, лекладе, и спасешь себя, Кармине Готен. О, да сойдет на тебя дух умоления и благодати, дабы вскоре, Калмене, вы осознали и приняли Пасху истинную, Пасху нашу, которая является Машиах, заклан за нас, Иешуа. Орбиды кесаль кламен готер менекемен. Да благословит тебя Господь, да откроет тебе глаза, дабы ты именно узрел этого пасхального Анца Нового Завета. Аминь.